Здравствуйте, я снова рада приветствовать вас. Тема сегодняшнего занятия – понятие о дисперсных и коллоидных системах, суспензии, эмульсии, аэрозоли и их получение. Давайте вспомним. Раствор состоит из трех частей – растворителя, частиц растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Какие бывают состояния растворов? Жидкое, твердое и газообразное. Какие системы вы знаете? Мы с вами, конечно, знаем гомогенную однородную систему, то есть частицы компонентов малы и неразличимы, и гетерогенную неоднородную систему, то есть частицы компонентов видны невооруженным взглядом или под микроскопом. Чем отличаются смеси от чистых веществ? Чистые вещества имеют строго определенные свойства. Смеси состоят из нескольких компонентов, и их свойства зависят от состава. Что такое фаза? Фаза – это часть системы, отделенная от других ее частей поверхностью раздела. Сегодня у нас тема дисперсные системы, и давайте рассмотрим строение и структуру этих систем. Значит, дисперсная система состоит из дисперсионной среды, как это показано на рисунке, обозначается ds, поверхности раздела фаз, и частиц дисперсионной фазы обозначается df. Дисперсия означает измельчение. Дисперсионные системы состоят из двух компонентов. Дисперсионной среды, она играет роль растворителя и является непрерывной фазой, и дисперсной фазы, она играет роль растворенного вещества. Таким образом, дисперсными называют гетерогенные системы, в которых одно вещество очень мелких частиц равномерно распределено в объеме другого вещества. Таким образом, дисперсионная среда, еще раз повторим, это вещество, присутствующее в большом количестве, в объеме которого распределена дисперсионная фаза. Дисперсная фаза – это то вещество, которое присутствует в меньшем количестве и распределено в объеме другого вещества. Давайте рассмотрим классификацию дисперсных систем по агрегатному состоянию. Итак, дисперсионная среда – газ, а дисперсная фаза могут быть газ, жидкость и твердое вещество. Если дисперсная фаза – газ, то это всегда гомогенная смесь. Воздух, например, природный газ. Если дисперсная фаза – жидкость, то это туман, попутный газ, например, с капельками нефти. Это карбюраторная смесь в двигателях автомобилей, это аэрозоли. Если дисперсная фаза в дисперсионной среде газовой будет твердым веществом, то мы можем привести пример: пыль в воздухе, дым, смог, пыльные и песчаные бури. Следующий пункт классификации, когда дисперсионная среда – жидкость, а дисперсные фазы мы также берем газ, жидкость и твердое вещество. Если у нас дисперсионная среда – жидкость, а дисперсная среда – газ, то мы можем привести пример, что это шипучие напитки, пены. Если у нас дисперсионная среда – жидкость, а дисперсная фаза – жидкость, то это будут эмульсии, жидкие среды организма, например, плазма крови, лимфа, пищеварительные соки, жидкое содержимое клеток цитоплазма, кариоплазма. Если дисперсионная среда – жидкость, а дисперсная фаза – твердое вещество, то это будут золи, гели, пасты, речной и морской ил, взвешенные в воде, строительные растворы. Следующий пункт, когда у нас дисперсионная среда – твердое вещество. Опять, если мы берем дисперсную фазу газ, то примерами таких систем будут снежный наст с пузырьками воздуха в нем, почва, кирпич и керамика, пористый шоколад, порошок. Если же у нас дисперсная фаза будет жидкость, в дисперсионной среде твердое вещество, то мы можем привести пример влажной почвы, медицинские и косметические средства, мази, туши, помады и так далее. Если у нас система состоит из твердого-твердого, то это могут быть горные породы, цветные стекла и некоторые сплавы. Таким образом, мы можем дать еще одну классификацию дисперсионным системам. Значит, дисперсионные системы могут быть грубодисперсные, когда размеры частиц составляют 100 нанометров, и тонкодисперсные. В свою очередь, грубодисперсные системы подразделяются на эмульсии, суспензии, аэрозоли.
Тонкодисперсные системы подразделяются на коллоидные системы, частицы составляют от 1 до 100 нанометров, и истинные растворы, частицы составляют меньше 1 нанометра. В свою очередь, коллоидные системы делятся на золи и гели, а истинные растворы делятся на молекулярные, ионные и молекулярно-ионные. Давайте теперь рассмотрим классификацию дисперсных систем по размеру частиц более подробно. Итак, эмульсии – это дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и жидкой дисперсной фазой. Примером могут быть молоко, нефть. Типичная биологическая эмульсия – это капельки жира в лимфе. Причем эмульсии могут быть прямые и обратные. Если неполярная жидкость растворена в полярной среде, например, растительное масло в воде, то данная эмульсия прямая. Если полярная жидкость в неполярной среде, то есть вода в растительном масле, то данная эмульсия будет обратная. Эмульсии можно получать двумя путями. Путем дробления капель и путем образования пленок и их разрыва на мелкие капли. Следующие в данной классификации являются взвеси. Это грубодисперсные системы с размерами частиц более 100 нанометров. К взвесям относятся суспензии. Это грубодисперсные системы с твердодисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. Для них характерно свойство седиментации и оседания. Примером могут быть фруктовые и плодовые соки с мякотью, эмалевые краски, цирковая масса, молотый кофе, масло, какао, различные строительные взвеси, цементные растворы, медицинские препараты, например, жидкие мази или менты. Каковы же свойства суспензий? Они не обладают способностью диффундировать, они не обладают осмотическим давлением, в них отсутствует броуновское движение, и они способны к отстаиванию. Суспензии получают двумя способами: смешиванием сухих порошков с жидкостью или измельчением твердых тел в жидкости. Этот метод называется диспергированием. И выделение твердой фазы из жидкой среды метод называется конденсацией. Следующий пример дисперсных систем – это пена. Пена – дисперсная система с газовой дисперсной фазой и жидкой или твердой дисперсионной средой. Пены, в отличие от других дисперсных систем, состав которых определяется концентрацией дисперсной фазы, характеризуется содержанием дисперсионной среды. Пены считаются грубодисперсными системами, то есть в момент пенообразования невооруженным глазом видны пузырьки пены. Масса и объем газовой дисперсионной фазы непостоянные и быстро меняют размеры пузырьков, сильно разнятся, поэтому пены можно считать полидисперсными системами. Пены являются типичными лиофобными дисперсными системами. Свойства пен следующие. Пенообразующая способность раствора – это количество пены, выражаемое ее объемом в сантиметрах кубических или высотой столба в метрах, которая образуется из заданного постоянного объема пенообразующего раствора при соблюдении некоторых стандартных условий пенообразования в течение постоянного времени. Стабильность или устойчивость пены, ее способность сохранять общий объем, дисперсность и препятствовать вытеканию жидкости, синерезису. Часто в качестве меры стабильности используют время существования выделенного элемента пены или определенного объема пены. Структура пен может быть представлена следующим образом. Для пена особенно высокократных характерна ячеистая пленочно-каналовая структура, в которой заполненные газом ячейки разделены тонкими пленками. 3 пленки расположены под углом 120 градусов, сливаются в канал, 4 канала с углом между ними около 109 градусов образуют узел. Твердые пены – это системы с твердой дисперсионной средой и газовой дисперсионной фазой, часто называются твердыми пенами.
Твердые пены, так же как и жидкие пены, вследствие большого размера пузырьков газовой фазы, обычно относятся к микрогетерогенным или даже грубодисперсным системам. Следующее в классификации по грубодисперсным частицам более 100 нанометров мы выделяем аэрозоли. Это грубодисперсные системы, в которых дисперсной средой является воздух, а дисперсионной фазой могут быть капельки жидкости, пример облака, радуга, выпущенный из баллончика лак для волос или дезодорант. Частицы твердого вещества – это полевое облако, например, смерч, сахарная пудра, какао-порошок, сухое молоко. Классификация аэрозолей может быть представлена следующим образом. Дисперсная фаза твердая, значит, такие аэрозоли называются дым и пыль. Если дисперсная фаза жидкая, то такие аэрозоли называются туман, капли. Если дисперсная фаза твердая и жидкая, то такой аэрозоль называется смог. Пена – это аэрозольная пена. И газовые образования – это клотраты, газовые гидраты. Таким образом, для аэрозолей классификация определяется в зависимости от агрегатного состояния и размеров частиц дисперсионной фазы. Получают аэрозоли двумя методами. Конденсационным – это когда дисперсную фазу получают из парообразной путем физического процесса конденсации молекул до частиц коллоидного размера, и диспергационным методом. Это частицы коллоидных размеров получают измельчением более крупных агрегатов. Теперь давайте рассмотрим классификацию частиц с размерами от 1 до 100 нанометров. Это коллоидные растворы. К ним относятся золи. Это большинство биологических жидкостей клетки. Мы уже говорили, что это цитоплазма, ядерный сок, содержимое вакуолей и живого организма в целом все является коллоидными растворами или золями. Золи, таким образом, коллоидные растворы с жидкой дисперсионной средой и твердой дисперсной фазой. Свойства золей – это коагуляция, то есть слипание и укрупнение. Они превращаются в гели и эмульсии. Гели и студни представляют собой студенистые осадки, образующиеся при коагуляции золей. Гели – это коллоидные системы, в которых частицы дисперсной фазы образуют пространственную структуру. Для них характерен синерезис, то есть самопроизвольное уменьшение объема геля, которое сопровождается отделением жидкости. Именно он определяет срок годности геля. Гели могут быть медицинскими, биологическими, минеральными, косметическими и пищевыми. Коллоидными частицами могут выступать крахмал, гидроксид железа трехвалентного, кремниевая кислота. Из живых организмов это палочкообразные бактерии, например. Что же такое, мы говорили, коагуляция и сегментация? Еще раз давайте вспомним, что слипание коллоидных частиц и выпадение их в осадок – это коагуляция. Коллоидные частицы под действием силы тяжести выпадают в осадок – это седиментация. Теперь давайте немножечко вспомним, что же такое истинные растворы. Это растворы, в которых вещество раздроблено до молекул или ионов размером менее 1 нанометра. Образуется гомогенная система. Раствор однороден, поверхности раздела между частицами и средой пен нет, потому что к дисперсным системам он не относится. Значит, мы уже говорили, что они бывают молекулярные, это водные растворы неэлектролитов органических веществ, молекулярно-ионные, это растворы слабых электролитов, и ионные, это растворы сильных электролитов, например, щелочей, кислот и солей. Как же отличить истинный и коллоидный раствор? Здесь нам необходимо вспомнить такое понятие, как эффект Тендаля. По внешнему виду истинные и коллоидные растворы трудно отличить друг от друга. И чтобы это сделать, используем мы вот именно эффект Тендаля, то есть образование конуса светящейся дорожки при пропускании через коллоидный раствор луча света, показано на рисунке. Частицы дисперсной фазы золя отражают
своей поверхностью свет, а частицы истинного раствора не отражают. На рисунке как раз-таки показано рассеивание света при прохождении светового пучка через оптически неоднородную среду. Мы видим образование конусов в коллоидном растворе. Вот пример эффекта Тиндаля в природе. Какова же роль дисперсных систем? Для химии наибольшее значение имеют дисперсные системы, в которых средой являются вода и жидкие растворы. Природная вода всегда содержит растворенные вещества. Природные водные растворы участвуют в процессах почвообразования, снабжают растения питательными веществами. Сложные процессы жизнедеятельности происходят в организмах человека и животных, также протекают в растворах. Многие технологические процессы в химии и других отраслях промышленности, например, получение кислот, металлов, бумаги, соды, удобрений, протекают в растворах. Поэтому мы должны помнить, что применение дисперсных систем очень широкое. Их применяют в метеорологии, в пищевой промышленности, нанотехнологиях, в медицине, в сельском хозяйстве, в строительстве и во многих других областях. Вещества в коллоидном состоянии являются основой органической жизни на Земле. Протоплазма любой живой клетки – это сложная коллоидная система. Мышечные ткани, хрящи, клеточные ткани растений, оболочки эритроцитов – тоже разновидности студней. Коллоиды почвы играют большую роль в корневом питании растений. Адсорбированные на поверхности частиц почвы ионы калия, кальция и других элементов в результате ионного обмена переходят в почвенный раствор и всасываются корневой системой. Вещества в коллоидном состоянии принимают участие в образовании многих минералов – агата, малахита, мрамора. Некоторые драгоценные камни, например, жемчуг, представляют собой коллоидную систему, где дисперсионной средой является твердое тело, углекислый кальций, а дисперсной фазой – капельки воды. Окраска драгоценных камней – рубинов, изумрудов, сапфиров – зависит от присутствия в них небольших количеств золей тяжелых металлов. Еще в глубокой древности человек использовал коллоидные процессы. Египтяне забивали в щели скал деревянные клинья, поливали их водой, древесина набухала, создавалось огромное давление, которое разрушало самые твердые скальные породы. Процессы коагуляции коллоидов применяют для очистки природной воды. В бассейн-отстойник добавляют электролит, и коллоиды осаждаются в виде хлопьев, которые задерживает песчаный фильтр. Мели и наносы в устьях рек образуются под действием морской воды, приводящей к коагуляции коллоидных частиц, находящихся в реке. Сегодня с коллоидными процессами связаны важнейшие отрасли химической промышленности: производство искусственного волокна, различных клеющих веществ, синтетического каучука и многих других химических продуктов. Знакомое уже нам явление электрофореза используют в работе электрофильтров, дымоуловителей. Адсорбционные свойства коллоидных частиц положены в основу процесса флотационного обогащения руд. Частицы пустой породы гидрофильны, то есть удерживают на своей поверхности молекулы воды. А частицы руды при добавлении некоторых химических веществ приобретают гидрофобные, водоотталкивающие свойства. При продувании через эту смесь воздуха несмачиваемые частички руды поднимаются на поверхность, а пустая порода
опускается на дно. Важные пищевые продукты – простокваша, кефир, творог, желе, джемы и другие тоже коллоидные системы, студни. Большинство окружающих нас предметов – бумага, сплавы металлов, цветные стекла, пластмассы, натуральные и искусственные ткани содержат вещества в коллоидном состоянии. Широко распространены и грубодисперсные системы, эмульсии, пены, суспензии, аэрозоли. Системы, состоящие из двух взаимно не смешивающихся жидкостей, например, воды и какого-либо масла, при тщательном и длительном перемешивании образуют эмульсии. Эмульсии широко распространены в природе. Это и сырая нефть, и млечный сок растений-каучконосов, и многое другое. Если дисперсная среда – жидкость, а дисперсная фаза – газ, образуется система, называемая пеной. Устойчивость пен зависит от прочности пленок, разделяющих пузырьки газа. При затвердевании пленок образуются устойчивые твердые пены, пемза, вулканический туф. К твердым пенам относятся и такие искусственные материалы, как пенопласт, поролон, микропористая резина. Устойчивые пены применяют и при тушении пожаров. Пена, содержащая углекислый газ, плотно окутывает горящий предмет, преграждает доступ к кислороду. Горение прекращается. Дисперсной фазой могут быть и твердые вещества. Такие системы называют суспензиями. К ним относят различные краски, цементный раствор, бетон. Облака, туманы представляют собой аэрозоли, дисперсные системы, образованные жидкими или твердыми частицами. Например, топливо в цилиндре двигателя внутреннего сгорания подается в виде аэрозоля, смеси мельчайших капелек бензина с воздухом. От степени дисперсности вещества зависит скорость протекания химических реакций. При обжиге мелкораздробленное вещество удерживает во взвешенном состоянии поток воздуха. Образуется кипящий слой, в котором газ омывает каждую частицу со всех сторон, а это ускоряет реакцию во много раз. Как вы видели, дисперсные системы широко распространены в природе, имеют большое значение в народном хозяйстве, повседневном. На этом наш урок окончен. Мы рассмотрели основной материал по теме. И в качестве домашнего задания я вам предлагаю, используя материал урока, заполнить следующую схему. На этом наш урок окончен. Благодарю вас за внимание. Используя материал урока, обязательно выполните домашнее задание и сдайте его на проверку вашему учителю. Желаю вам удачи!